Друзья, мы приехали вот в такое место. Знаете, это Герменчук. Село Герменчук. Это по дороге, это, знаете, между Аргуном и Шали. Это село. И здесь, значит, кафешки есть, красивые места. Красивые места. Видите, як куда что? Подожди, я со солнца не ее снимать. Вот такая башня. Знаете, здесь как будто маленькая деревня. Айвол. Здесь вот все сделали как вот по старинке, да? Домики, колодцы. Пойдем, Ляка, машинки посмотрим, пойдем? Как будто вот вроде вся жизнь, да, такая кипит. И раз начинается все старинное. Вот как раньше старинные дома были. Ну вот это вот кафе сделанное. Сейчас мы зайдем туда тоже. Софиш Хайуала. Вот выставлены старые машины. Видишь, какие машинки маленькие? Смотрите, какие машинки. Все вот здесь по старинке сделано. Представьте. Как раньше были, да, машины? О, эпоха, да? Представьте, сколько лет этим машинам, а люди на них ездили. Ковролин, постель. Да. Какое-то время, наверное, эта машина была популярная, модная. Волга вот такая. Ну, как будто вернулись мы в какой-то век. Вот такая Волга. Это, по-моему, Чайка, да, если я не ошибаюсь? Да, по-моему, это Чайка. Колеса вон какие, да, блатные. На то и старинные вот эти вот все. Вот уже. О, у нас такая машина была у отца. Вот такой москвич у нас был. Да. О, аж не верится. Не, а что, она внутри удобная, я бы сказала, не тесная. Казалось бы, да, раньше машины были какие-то тесные, там, да, может быть, что, нормальная она. Я помню вот эти штучки. Я все время пыталась с них посмотреть в зеркало. Представьте, друзья, какие у меня воспоминания. Даже ручку эту помню. Одна у нас ручка была такая отломанная, она все время на окне лежала в гараже, еще помню. Ой, у меня прям ностальгия, правда. Вообще. Москвич, да. У нас была такая машина. Анжа, отходишь вообще у дедушки. Мы ездили долго на такой машине. И даже цвет ничего. Хацажим салатовый, более салатовый цвет. А видишь, солнце объездом ходит, и машина. Прям, знаешь, до слез, честное слово. Вообще. Сколько лет отец на такой ездил. Да, Софишка? А как ездить? Да. А? Суртай? Вот, красный такой же москвич. Але, какие у меня воспоминания. Просто вообще. Посмотрите. Уже давно таких машин нету. Вот у отца была такая машина. У меня прям такие воспоминания. Мы на ней ездили в Снежное всегда к маминым родителям. Ну, это Донецкая область, Украина.
И вот эти москвичи я увидела, меня прям Запорожец. Представьте, я в шоке просто. Ну, запорожцы, какие хочешь. Какие у них сиденья короткие. Скажите, как на них раньше ездили? Для меня прям это странно очень. Ну, такие маленькие сиденья, у них же... Ну, если, к примеру, можно я сяду? Если, к примеру, мужчина здоровый, например, да, ну, бывает же большого телосложения, как вот отец у меня был, да, как вот им бы неудобно, наверное, здесь было, да, а свет, свет какой, ой, реально, меня прям ностальгия мучает, вот все прошлое, все оно как-то привлекает, все оно так нравится вообще, мне вот. Это копейка, да, я так поняла. Ну, на этих, наверное, еще и ездят люди. О, вот эта машина, так машина, да, капитальная. Мне даже она сейчас нравится. Когда-то она вообще войдет в историю, если уже не вошла. О, так тут вообще... Представьте. Ну, сегодня я прям Шумахер. Ой, какая машина удобная, представьте. Сколько места, то тут 10 человек сядет. Какой-то клип был Верки Сердючки. Какая-то машина там, садятся там, чуть ли не 100 человек в Запорожец. Заходят и заходят. Видимо, клип просто был так снят, что, видимо, не показывают, что на той стороне выходит. В переднюю дверь заходят, садятся, и будто полная машина. Так какой-то был клип, да, смешной еще. Да, мне действительно, вот эта машина, понятно, это прям такая бомба, удобная, прям крыта, прям тут действительно сколько людям можно сидеть. И сзади вон какое сиденье огромное. Вот это я понимаю. Классная машина, да? Вообще история, да? Ну вот. И ручка даже удобная. Даже ручка удобная. Несмотря на то, что сколько им лет, но они очень удобные. Представьте, какая ностальгия. И сохранилась, да, видимо, ухаживали. Смотрите, какая она не поржавевшая нигде. Вот это все целое. Ну, я бы сказала, прям сохранилась, да, машина? О, она аж горит. Красавица какая. Мне она очень нравится. Очень. Правда. Класс. Это вот такие газели. Рафики. Это я когда замуж вышла, вот на таких тогда ездили. В Чечне были такие газели. И мы со свекром ехали на такой газели с Хасавюрта. Вы, может, смотрели историю? Урал, мотороллер, муравейник. А вот Урал у отца тоже был. Только на нем были сидушки, две, знаете, такие сидушки разные. Не сплошная, а вот две. Да, тоже ностальгия. Тоже ностальгия. Да, у отца был такой светло-голубой мотоцикл. Урал тоже. Да, много мы ездили за арбузом и на Бакшу на нем. Куда только не ездили. Ну, это совсем старый вариант машины. Ай, ох. Вот такие старые постройки построили, видите? Как назад в какой-то век вернулись. Все выбелено, везде порядки, все чистота.
Вот забор, как раньше сделан, да, из досок. Как вот люди раньше жили. Посмотрите, какая красота. Печка во дворе построена, чтобы пышки пекти, кукурузу пекти. Усадьба такая, да, как вот в те времена, как раньше была. А мне нравится, я бы в них вернулась с удовольствием. А что ворачиваться? Сделай себе печку, сделай такой уют и живи, правильно? Я не буду строить дом из блоков. И вообще, мне только все деревянное. В смысле, деревянное в каком плане? Посмотрите, как здесь. Ковер висит. Ковер постелен. Шторки. Посмотрите, у нас у бабушки такие были. Ой, до чего же приятно. А здесь топчаны. Ну, все как раньше. Все такое старинное. До чего же оно все доброе, милое. И жили люди, и не болели. Здоровье было. Вот эти лампы. В годы войны пользовались лампами. 2-3 года света у нас вообще введено не было. Вот это вот как только вечер, дрова в дом заносились, мужчины рубали, мы заносили. Все вот эти вот лампы наполнялись керосином. А вот соседи. Пойдем к соседям. Лулхой гудя что, гаживай. Ай, да, давай, махазаш был. Как красиво. Анжел! Лулхой гудя что, гаживай. Дик мелдек, чё? Дел. Я Аллах везендел. Маша Аллах. Как мне это все приятно смотреть, друзья. Если бы вы только знали, какая мне ностальгия мучает. Вот это все детство, как вот мы у бабушки жили. Ой, до чего же это все приятно. Как оно красиво, когда все выбелено. Вот так чисто красиво. Ну согласитесь, это все современное, оно все, ну не то оно все. Посмотрите. Диван, коверчик прибили, полы покрасили даже. Вот тут и печка, вот комната. Выбеленная, выкрашенная. И печка здесь есть вот такая. О, и зарядка есть. Вот, пожалуйста, живи. Побелил, да? Стол поставил. А мне нравилось на топчан положить, простелить простынь, из печки пышки доставать и так слаживать, накрывать полотенцем. Ой, как я хочу, чтобы тот век вернулся. Как я скучаю. Тут запах даже другой. Запах от побелки. Запах свежести. Ой-ой-ой. До чего же это все приятно. Машалла. До чего же это все приятно. Какая печечка, да, уютная. Вот она просто побеленная. Ай. Да тут и огороды вот. Тут эти дома до бесконечности, видите. Тут и улицы даже есть, не то что дома. Вот это вторая улица, вот это ж раньше так жили. Все вот эти вот инструменты. Ну вот, как улица, да, вот идет улица, смотрите. Вот так вот улица, да, правильно? Ай-яй-яй-яй, это мы уже на 3-ю улицу идем с вами. Тут вот лучок, что-то посажено, огород. Все как положено. Сад. Ва, как же красиво, а? Вама, хазду куза. Я Аллах везенделма, хазду куза. Хажахар урам, а будешь, да будешь, типа урам.
Это уже несколько улиц, представь. А жаль, столик, стулья. Да, чай, да. Чай, да. Чай. Давай чай. А, как красиво. А? А шакал целый, Саша, что это будет? Лампа, да, лампа. Бушт. Гайтаешь? В другую руку. А с такими кувшинами девушки раньше ходили по воду. На свидания выходили и вообще набирали воду, к родникам ходили. Да. Можно мне держать? Паласы тут. Ой, какая печка красивая. Дядик хил, дуйшу аж. Дик мелдек, ох, чугудешь ты шо? Ох, шай. Ляг, а где люди? Мама поздоровалась, а никого нету. Худешь ты шо, я мам, сама вас, ох, чё? А тут красиво, тут принцесса шьет. Живет, да? Где она сейчас, эта принцесса? Сейчас придет. А, ну хорошо. Он там Ой, гулает. какая уютная. Как я бы хотела жить в таком доме. Клянусь Аллахом вам. Сиди, дома, как София. Затопи печку. Давай пышки напечем. Поняла? Понял, хазда, да, чё? Все Сам киртёгна, чуек. приготовлю. Дечик дуэнсте басар хакшин хаздаться или нолем и гуманши ламинат. Приготовлю. Хаз. Приготовлю сейчас. Я приготовлю. О, кто? Поэтому они цбуа дугбу. Ох, чё, натирать что? Ох, чё, натирать, о, моя киртёгчин, басар хакшин, всё. И трёт, и пластик, и уманш. Халх отцу. Раньше в огородах работали. Дома что сделали раньше? Ну, раз в месяц, да, когда там летом побели, ну, зимой, летом, может, 2 раза, к примеру, пройтись побелить, да? Зачем огромные такие комнаты, прям большие, правильно? Вот, допустим, я здесь хозяйка, есть у меня еще одна комната, я, к примеру, говорю, да? Ну, что я сделаю? Утром я встану, ну, вот я так рассуждаю, как вот, да, как в те времена. Чайник стоит на печке. Затопила, принесла дров, затопила печку, чайник поставила. Вот стол. Покушали. Тут же на столе в чашке помыла посуду, убрала и забыла про все. Сейчас начинают натирать полностью эти кухонные гарнитуры вместе со мной. Я себя не защищаю, я все говорю как есть. Вот эти кухонные гарнитуры 5-6 метров. Их натирать, шкафы натирать, потолки подвесные натирать, ламинат натирать. И так целый день проходит, и опять одна компания зайдет. Будет чай. А? Если будет чай. Чай? Угу, сейчас будем. И опять одна компания зашла, одни сели покушать, опять это все натирать. А здесь полы один раз в день протер, ну там подтер и все. И стены побелил, когда там летом, ну можно раз в месяц. 2 раза. Может просто низ подбелите, где вымазывается, а вверху. Вот и все. Сейчас напридумали этого всего. Напридумали. Ох, чахмел хазду, да? Слышишь? Сон делал маля, а сон попор, сон цеешь и евро ремонт. Хажал, посмотрите, какая красота. Прям дышать здесь хорошо, вот дышать. У тебя большие уши. Угу, хорошо. Вот топчан, пожалуйста. Вон там кухня, да, вот дом построить. Харши чует ерексом. И до кухня, и коридор. Хардавиш ветти калчан. Маленький. Куда? Зачем? Оку, спальный гарнитур, и гуманш, и вещи. Это все. Хаздациш, да. Один раз за лето, один раз. Ах, кирпеж. Не сажа кухонную. Кухонная, только стол стоит. Асба, посуду помыла, все. А вы гундой. Кухонный 5 метров так, кухонный 5 метров так. И натирать ешь, потом ламинат натирать ешь. И одна компания зашла, поели, оно все опять грязное. А ох, что, один раз помоешь пол и все. Нет, диштация.
Хохлочи, зачем мне? Нет, я правда в восторге. Просто здесь стены так сделаны, а вообще же их выравнивают, да, чтобы они были ровные. Даже Анжела зашла, говорит, ох, что, сада ардыгду. Прям воздух чистый, свежий, прохладные комнаты. Елочка, гори! Елочка, Елочка Гариба. положи мой. Та лулха, гудеш, погаживай. Сосед. Суналя, і стіну до цемики штрава, в коридорі, на задній двор виходиш. І це один раз горгом гакчан. І тебе двохетажний, закрит. Где пипеца? Вот я пипец. Каже, а кіртю огняю. Папа, Все везде побелено. пошли, па. Не боишься. А і що ж, ореш, і що ж, я не знаю. Мама, пошли. Пошли. Гораду тяну, что же. Соседи. Пока з'язок ждудин. Цветы посадили. Дик на бог, что дик зудашу. Ширду. Хорошая хозяйка живет, цветы посадила. Колодец есть. Представьте, здесь даже люлька есть. А вот раньше из дерева делали. Вот, пожалуйста, самовар, печка, топчан. Да, в кухне покушал, чай попил. Тут столы маленькие, прям на топчан ставили, да? Вот так стол посередине. Тут люди садились, тут. На печке всегда кипел горячий чай, самовар. Чай выпили. Да, ну целый день трудились в огороде, работали, сено косили, понятно, нелегко было. Но, знаете, сейчас стирки много, сейчас вещей барахла у нас много. Раньше этого не было, раньше у всех было 1, 2, 3 платья. Вечером простянули, одели и пошли дальше, все. Вот такими кучами стирать, это все. Ой, сундук какой, смотрите. Ой, какая же это история. А вот люльки, в которых детки спали. Сколько же этих люльки, наверное, покачали детей. Вот так ребенка кладешь, пеленочку заматываешь. Оно не сильно перевязано. Некоторые думают, прям сильно. Нет, слабо оставляют и качаешь люльку. И ребенок отдыхает, руками себя не будет. Ох, вообще, у меня такая ностальгия прям, ну прям я не могу. Я бы честно так жила. Я дом построим мы, то есть, то мне там не будет этого всего евро. Окна деревянные, никаких навесных потолков у меня там не будет. Все по мере возможности, все такое простое. А вот дом двухэтажный. Видите? Двухэтажный дом. Тут, видимо, богачи жили. Это двухэтажный дом. Я Аллах везендел милхазду куза. Как же красиво, а? Здесь закрыто. Сюда невозможно зайти, здесь почему-то закрыто. Вот там цивилизация, новая жизнь, а здесь деревня, вот рядом, вот другая жизнь. Дорога буквально разделяет, а здесь совсем другая жизнь. Совсем другая жизнь. Вот цветочки, как у меня под навесом, видите? Точно такие.
Я Аллах Везендеал. Как здесь красиво. Как все это. Вот то, что вы видите сейчас по телевизору. А, здесь комната для молитвы. То, что вы видите сейчас на экранах телефонов, и то, что вижу я, поверьте, это небо и земля. Невозможно передать всей этой красоты. Невозможно, потому что мы здесь живем, я на себя называю мы, потому что я 16 лет здесь живу, мне уже 38. Я себя считаю частью всего этого. То, смотрите, мы очень хотим сохранить историю. Мне очень интересно, я спрашиваю всегда, я читаю литературу, как чеченцы раньше жили, как до высылки жили, после высылки жили, чем занимались женщины, чем занимались мужчины, вот эти старинные обычаи, все это. Мне это очень интересно. Это тоже, вот видите, улица уже вот идет. Вот дома, вот дома. Это все, это ж надо сколько это все строить, да, вот так вот плести эти дрова. Сколько здесь было проделано работы для того, чтобы мы чтили историю, чтобы мы не забывали, как жили наши предки. Ой, у меня самые добрые воспоминания всем, кто это все сделал заново. Пусть Аллах ними будет доволен, теми людьми, кто это сделал и показал нам. Я лично очень благодарна этим. А вот здесь вот огород. Ну, просто здесь не вскопано, но можно было, да, огорожено, как вскопать огород, правильно, хорошей земли привезти. И, пожалуйста, и красота какая. Аллах резхел тем, кто все это сделал. Все это зависит, конечно же, от руководства. От нашего президента, что он старается, чтобы все было, чтобы вот... А знаете еще, когда это все построили только, ну и этому всему уже несколько лет, я все собиралась вам показать, но я забывала. Значит, когда это все построили, здесь открытие было первый раз, а здесь была очень богатая свадьба. Когда это все построили, открывали вот 2-3 года назад или 4, ну примерно, то здесь очень богатые люди сделали свадьбу. Невесту сюда привезли, там на лошадях, все как по тем законам, как вот раньше было. Сколько машин, сколько людей, операторов, сколько все это снимали, сколько людей сюда приехало. Но представьте, людям это намного интереснее, чем сейчас вот это вот рестораны, все это, да, уже, оно уже как-то, ну, это уже неинтересно. Вот в двор, и во дворе даже печка стоит под навесом, видите? Если дождик идет, представьте, погода, вечером сидишь, стульчик поставил, дымок идет, рядом чашка, столы вот эти ж маленькие были, и пышечки печешь в печи. Ой, вот так вот каждый раз свеже побелить побелкой, наш и запах, и чистота. Ну вот куда делать наше здоровье, вот. Не надо к специалистам идти. Вот, мы не дышим этим, мы не пользуемся всем этим, как раньше. А вот так скамеечку, столик сюда поставить, там огонь зажечь. И сковородка всегда, смотрите, ставилась вот сюда тоже дрова. Не ровно, а вот так вот полубоком. Полубоком. И на углях ее вот так вот крутили, чтобы это каждая сторона, когда обжаривается, ее крутили. И знаете, когда вот пышку положишь, да, она немножко вот так, корочка возьмется. Потом мазали вот этим бером, как они его говорили. Ну вот это вот... в котором творог лежал, да, вот эта водичка, или яйцом сболтать, и вверх мазали, или мокрая водичка с чем-то, и опять вот так ставили, и тогда корочка была такая красная, румяная, вот так сковородку крутили, ой, ой, какие воспоминания, какой навесик, да, красивый. Ну, конечно, если бы здесь жили люди, пользовались, закрыли бы это все от дождя, вот так понятно, просто это для показателя сделали, также здесь никто не живет на самом деле. То закрыть нужно было, да? И столик поставил, и вечером самовар, сидеть здесь пить чай. Ну разве это с чем-то сравнится? Да нет, конечно. Даже слушать не хочу. Ай. И тут люлечка, везде печки. Ой. Посуда старая. Швейная машинка. У нас тоже такая швейная машинка, кстати, есть. Это свекрови
матери, по-моему, ее матери была, если я не ошибаюсь, надо будет уточнить. Кувшин, утюг. Не тяжелый. А тут вперед я пробовала, был прям тяжелый утюг. Да. Вот вам и прошлый век встретились. Вроде бы жизнь такая, я как будто попала в ту жизнь. От меня сегодня целый день будет такое настроение. Я очень впечатлительный человек. Я вот все это насмотрелась, люлечка, видите. И теперь буду думать об этом. Потому что я никогда не гонюсь за модой. Все эти выпендрежи. Вот в сундуке раньше вещи были. Все, что детское, там все постирали, в сундук сложили. И ничего оно не валялось, дети его не таскали, не доставали. Как положил в сундук, что-нибудь достал, чисто одел. А сейчас все шифонеры наполнены, в первую очередь у меня, в первую очередь. Шифонеров 100 штук, одежды полно. Сколько даю обещания, не буду покупать, все равно берем. И конца края этому нет. И без конца там уборка. Я вообще ненавижу, когда в шифонере грязно. Я даже не скрываю. Я вот бывает даже часто, когда в гости куда поеду. И даже я часто разочаровывалась. Может, вы подумаете, что... Может, вы скажете, что это плохое качество. Но не знаю. Я всегда... там женщина, да? В доме порядок, в доме то. Я почему-то не знаю. У меня такая дурная привычка. Тайком как-то заглянуть в шифонер. Если я увижу, что в шифонере бардак, все. Какая бы эта женщина уже не была там суперхозяйка, у меня уже к ней другое отношение. Если в шифонере бардак и воняет, то все. Для меня это уже... у меня у самой такое бывает. Ну, не то, что воняет. Бывает несколько дней несложно. Или вот Висхан там залезет, София таскает. Да, бывает оно становится как-то неаккуратно. Я занята, да, я не имею возможности там убрать, сложить, как мне нравится, то я себе места не нахожу. Мне кажется, во всем доме, даже если во всем доме идеально чисто, но разбросаны вещи в шифонере, это первый показатель о том, что нет. Стол такой бабушки был на Украине. Я помню хорошо его. То в шифонере должен быть порядок. Вот такие столы, смотрите, ставили на топчаны, да? Или вот так около печки ставили. И вот это ж пышечки. Ну, конечно же, он просто побелен. А раньше там стелили доску туда или на клееночку вылаживали. И вот по кружочкам ложили тесто и запекали пышки в духовке. Вот так, на стульчик для сепаратора. Видите, крутился сепаратор вот так вот. Вот. И вот это шифонер первое, что. А второе, что вот это вот бутылка Ферри. Ферри, все. Я ни в коем случае не хочу сказать, там, что я супер какая-то. Но вот эти два показателя, которые я не воспринимаю. Может, у каждой женщины он свой, но то, что мне не нравится. Если бутылка грязная, Ферри, если на ней отпечатки пальцев грязные, это уже говорит о безалаберности. О том, что брали грязными руками и так и бросили. Это уже минус. Если бутылка стоит чистая, сверкает, а временно там, я вижу, стоит чашки посуда и чистая тряпка лежит, я вижу, что тут хорошая хозяйка, ну просто она не успела там, например, вымыть посуду, может, она чем-то занята была. Но вот эта чистая бутылка Ферри, чистая тряпка, она очень многом говорит. Если тряпка хоть немного начинается запах, я даже ее, ну, если она уже не то, что там, только ей день-два, и вот, если ей там неделя уже, да, у нее какой-то запах все равно остается, я ее сразу выкидываю, заменяю новую. Потому что, почему? Потому что, может сказать, кто не экономная. Нет, экономная, дело не в этом. Как в тряпках, говорят, и в этих губках, так нигде сильно не собираются вот эти микробы. Вот именно губка и тряпка, я читала и по телевизору смотрела, там под микроскопом прям показывали, там очень собирается много вот этих частиц, да, вот это микробы. И нужно часто менять. Конечно, я когда стираю, белизне замачиваю, но все-таки бывает, когда же у ее, ну, некрасивый цвет иссяк, или там она некрасивая, я заменяю на новую. И губки, и Анжелу я за это ругаю.
она, конечно, это послабее пока в этом в данный момент насчет этого. Я ее ругаю, Анжел, если видишь, выкидывай, не жалейте тряпки, что их выстирывать. Или сложи, или как я еще бывает делаю. Я ее могу постирать хозяйственным мылом, отстирать и куда-нибудь убираю туда. Не в сарае, где у меня краски, все такое. Когда ремонт делаю, они бывают, нужны бывают. Но ни в коем случае не в посуде. Вот, то в шифонере, да. В шифонере должен быть порядок. Вот такие вот дела, друзья. Наболтала я вам от души. Вот эта черепица всегда у бабушки лежала сзади дома. То есть раньше крыши накрывали, да, таким. Ну все, друзья. Поедем мы в Грозный, наверное, сейчас. Я хотела Шалинскую мечеть еще снять. Сегодня, видите, не получилось у нас в Хасавюрт съездить. Вернее, поехали, но что, дорога были закрыты. Машины стояли километры прям. Прям километры. То есть мы поняли, что мы в жизни туда не... Что? А? А где еще? Я там ходила, ты нет. Угу. Ты в доме нет. А ты куда?